они делают свои деньги, они делают свою карьеру, они занимаются отстаиванием своих позиций географических изменений, чтобы выглядеть миротворцами и цивилизованными людьми, но они делают это, может быть, даже не понимая того, за счет разрушения вообще собственной страны, за счет поддержки мер, которые уничтожат и семью, и воспитание, и, собственно, наш народ. Так вот, наш долг выяснить, кто эти люди, и полностью различать их аргументацию. Нам не нужно бороться только с частностями в этом законе. Нам не нужно бороться только с отдельными персонажами. Нам нужно бороться вот с этой тенденцией строить Россию в чуждой для ее проект по правилам которого она всегда проиграет, ради того, чтобы получить какие-то экономические и политические преференции, ради того, чтобы буржуины выдали, можно быть, сохраняя, скорее всего, отдельным людям, банк варенье и корзину печенья. Нам нужно сейчас очень ясно сказать, тот, кто работает на врагов России, в лице всех этих фондов, ограничивающих рост населения Земли, это тоже враги России. Нам нужно, чтобы их политика была полностью исключена из закулисной интриги, которая окружает нашу верховную власть. Нам нужно ясно сказать, что у нас, к сожалению, есть как бы два государства. Одно – это президент, который, надеюсь, все еще слышит голос народа. Это те люди, которые представлены среди большей части членов общественной палаты. Это люди, представленные в Думе. Это многие труженики государственных органов. Это сессии главы структуры лучшей своей части. Государство нормальных людей. И есть какое-то скрытое государство, два, теневое государство в лице отдельных чиновников, отдельных экспертов, которые не слушают собственный народ, а протаскивают, даже иногда без ведомых и окружной власти, совершенно антироссийские меры. Второго государства не должно быть. Оно нелегитимно, оно не избиралось нами, оно не поддерживается нами, оно не исполняет волю народа, оно исполняет волю своих западных заказчиков. Одна из главных проблем в том, что значительная часть тех, кто составляет это государство, это теневое государство, это люди, имеющие собственность, семьи и активы на Западе. Их не должно быть ни на одной государственной должности. Все и чем продление обосновывал то, что у тебя собственность, дети и деньги на Западе. Все могут. И еще одна важная вещь, нам нужно все-таки менять систему. Нам нужно мирным законным путем менять нашу конституцию так, чтобы в ней были зафиксированы ценности, в частности, сформулированные в свое время Всемирным Народным собором. Нам нужно, чтобы она ясно говорила о приоритете воли нашего народа над любыми международными решениями, если принимается кто-то иной международный договор, он не может быть выше нашей конституции и конституционных законов, и он должен проходить всенародное обсуждение. Ну и сама, как конституционная реформа, также должна проходить не в кулуарах чиновнических структур, а на площадке общей национального диалога с участием всех, кто желает. От коммунистов до монархистов, от парламентских партий до общественных организаций, которые, может быть,